Эта услуга в терминале электронной очереди во всех многофункциональных центрах республики уже по традиции появляется в преддверии 9 мая. Здесь участники акции «Бессмертный полк» могут бесплатно распечатать фотографии своих родственников, которые погибли в сражениях Великой Отечественной войны, или фронтовиков, которым посчастливилось вернуться тогда живыми. Посетителям достаточно нажать на надпись «Бессмертный полк» и взять талончик. Мы ее распечатываем, сканируем, значит, улучшаем, да, чтобы на формат А4 ее распечатать. Пишем то, что они хотят, то есть фамилия, имя, отчество, звание, где воевали, годы жизни. В общем, всю информацию о человеке, которую они хотят донести, чтобы видели, чтобы знали, что вот был такой человек, воевал, защищал нашу страну. Яркость, контрастность, размеры изображения – все это настраивается, исходя из предпочтений заявителя, и абсолютно бесплатно. Сверху, наверное, немножко, да, убрать лишнее? Да, немножко можно. И, может, более контрастным сделать? Сейчас попробуем. До 8 мая услуга приоритетная, поэтому в очереди сидеть не придется. Весь процесс занимает не более 5 минут. Эксперт с электронного или бумажного носителя распечатает фотографию на плотную бумагу формата А4. Если клиент пожелает, специалист может занести всю информацию о своем родственнике-фронтовике в летопись «Бессмертного полка». Также специалист предлагает заявителю внести всю информацию об участнике Великой Отечественной войны в электронную книгу памяти официального сайта «Бессмертный полк». Информация о подвигах, любые воспоминания, которые известны, все вносится на сайт. Принять участие в акции смогут абсолютно все желающие, без какой-либо предварительной записи. Достаточно прийти на место построения с портретом своего победителя, участника Великой Отечественной войны. В этом году транспаранты рекомендуется изготавливать по единому образцу. Формат фото А4, формат транспаранта А3, длина ручки транспаранта 50 сантиметров. Внизу фотографии можно указать фамилию, имя, отчество и воинское звание. Если фото не сохранилось или точные данные неизвестны, можно просто написать на штандарте имя и фамилию воина. Самое основное, что нам понадобится, это фотография, заламинированная фотография. Размер всего нашего транспаранта 30 на 45 сантиметров, да, на котором размещена фотография формата А4. Есть фамилия, имя, отчество нашего героя, да, и его воинское звание. Значит, чтобы изготовить данный транспарант, а в конечном итоге он у нас будет вот выглядеть примерно так, нам понадобится рейка длиной около 1,5 метров и набор инструментов. Чтобы изготовить транспарант самостоятельно, не обязательно быть мастером столярных работ. Ножовка, стамеска, киянка, угольник, стусла и отвертка или шуруповерт – вот наши основные инструменты. Сначала снимаем размеры, затем отпиливаем поперечину для крестовины. Сделав пазы, скрепляем их с помощью самореза. На готовый каркас закрепляем фотографию. И вот изделие готово. Весь процесс занимает не более 15 минут. Ну, наверное, будет неправильно не сказать, что эту идею мы подсмотрели у гимназии искусств. Там дети сами делают такие транспаранты, поэтому ничего сложного в этом нет. Очень важно, чтобы на самом транспаранте не было ничего лишнего. Организаторы напоминают, что «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой предприятий, каких-либо организаций или политических партий. Поэтому не допускается наличие участников акции опознавательных знаков и элементов одежды с рекламной символикой. Татьяна Супряткина, Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.